Как народ Халха стал называться монголами? В начале 20 века Китай погрузился в хаос. В октябре 1911 года, после Синьхайской революции, пала династия Цин. Империя распалась. Уже 1 декабря того же года народ Халха объявил себя независимым государством. Российская империя, воспользовавшись моментом, предложила поддержку. Но она не признала независимость Халхи. Вместо этого подписала соглашение о сохранении автономии. Взамен Россия получила особые права. Ее представители могли свободно передвигаться по территории Халхи, беспошлинно вывозить природные ресурсы и торговать без ограничений. Прошло 8 лет. В феврале 1919 года атаман Григорий Семенов, один из лидеров Белого движения, решил создать буферное государство против большевиков, великую вечную страну под старым названием Монголия. Он собрал халхасских князей на станции Даурия и сформировал временное правительство. С этого момента народ Халха получил новое имя – монголы. Позже Семенов отправил делегацию на Версальскую конференцию. Он просил признать Монголию официально и предупреждал: если Европа отвергнет это государство, большевизм захватит Азию, а затем и весь мир. Европа отказалась. Тем не менее, Семенов продолжал поддерживать Халху. Он направлял туда войска, мясо, оружие, все, что мог. Но его усилия были обречены. В апреле 1943 года он был приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение 30 августа 1946 года. Важно знать, народ Шингисхана – это тюркские племена и народы, как об этом говорят Шежиря тюрков и все средневековые источники. В истории они известны под именем татары или моголы. Их потомки – тюркские народы Туркестана, то есть Центральной Азии. А народ Халха до этого никогда не звался монголами и никогда не считал Шингисхана своим предком. Такова правда. Так Халха стала Монголией не по воле народа, а как результат политических игр великих держав.